Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня, я уже забыл, какое число. По-моему, напишите, если помните. Если помните, друзья. Надо исправить, не получится. Так, друзья, сегодня 16 декабря 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. В ТикТок у нас стрима сегодня не будет, так как до 20 декабря мы там забанены. Стрим у нас только в YouTube. Не знаю, сколько я его сейчас смогу провести. Ну, немножко время выдалось. Решил с вами пообщаться, чтобы вы не забывали. Вы, наверное, уже скучаете, да? Вот видишь, почему ты пропал, говорит. Ты-то переживаешь, скучаешь там. А есть еще другие, которые очень сильно беспокоятся, куда я делся. Так, Путлер Капут. Всех я вас, друзья, приветствую. Добро с кулаками. А что случилось в ТикТок? Зачем забанили? Я не знаю. И мне показалось, знаете, когда в прошлый раз во время стрима я что-то там сказал, сейчас опять забанят, про то, как русские нас называют. На Ч. Ч-У, Р-К-А. И я как бы обратился, ну, как представитель чурки, обратился ко всем чуркам. И, по всей видимости, меня вот из-за этого они там подловили. И я в ТикТок писал, но они там не стали сильно вдаваться в подробности и как оставили забаненным. Ну да ладно, немножко пускай ТикТок отдыхает от нас. Что случилось в ТикТоке? Так, Трамп обещал рассказать, кто взорвал башни-близнецы. Да, совершенно верно, он много что обещал. И я думаю, они будут это нам еще... Так, как это все выключается? Сейчас, на секунду. Ну да ладно, короче, получается, так не получается. Сделаем так. Так, шалом, Аслан, все будет Ичкерия. Шалом, дорогой Ян, живи Беларусь. Кстати, $20, если сделать самолет, и там будет видно взорванные башни-близнецы и Пентагон, говорит Добро с кулаками. Ну, я не знаю, Добро с кулаками. Это, ну, мне кажется, немножко притянуто за уши. Потому что, когда создавался доллар, не было ни башен, ни даже здания Пентагона, я так полагаю. Привет, Израиль, слава генерал, генерал. Слава порядочный человеку, парень говорит на меня. Ты как тот, о котором говорил Джохар Дудаев, каждый чеченец генерал, каждый еврей генерал, да, Слав? Могу сказать, Усама бен Ладен не взрывал башни-близнецы. Добро с кулаками. А ты хорошо был знаком с Усамом бен Ладеном? Ты уверен, что он не имеет к этому отношения? Мне кажется, знаете, это терроризм, вот эта вся тема, она настолько пронизана разными спецслужбами, и не только российскими, поэтому там не поймешь, кто там за кого. Вот эти, знаете, у спецслужб есть такое правило, там, секрет, там, тайна, государственная тайна, очень важная и так далее. И все зависит от этого спецслужбиста. Что хочет, то может и вытворять. На Западе-то хоть как-то они под контролем там, общества, общественности. А в России вообще этого нет. Поэтому я не думаю, что Бен Ладен вообще не был к этому причастен. Я полагаю, что вполне возможно, Бен Ладен был причастен именно к
этим взрывам, ну, его люди как-то могли иметь отношение. Я не знаю, на самом деле. Добро с кулаками, я не знаю. Живи вечно, ам Израиль хай. Да, Ян Маназон. Насчет атаки на Джахар Гала, насчет Гала, что думаешь? Ну, поступает разная информация, что это якобы ФСБ делает, что там и так далее. Ну, все зависит от украинцев. Почему украинцы не говорят об этом? Если они нанесли удар по казарме, там, по медчасти они ударили в этом случае. Как будто специально били, чтобы не навредить очень сильно. Или же я не знаю, почему по медчасти ударили. Может, случайность, может, ошибка. Если украинцы этого не делали, то они должны это сказать. Но я так полагаю, ГУР Украины, которые 2 заместителя уволены за коррупцию, ну, короче говоря, ГУРу, не Буданову абсолютно веры нет после всего этого. Да и вообще всего поведения Буданова не свидетельствует, что этот человек на своем месте. Эти люди должны сказать, мы не причастны к этому. Тогда мы, общественность, будем знать, что это ФСБ. Если об этом ГУР не говорит или Украина не говорит, ну, значит, это сделала Украина. Потому что уже распространяются слухи, что это якобы ФСБ. Но я не верю, что это ФСБ. Я думаю, что это все-таки украинцы нанесли удар. Почему не ФСБ? Потому что сейчас накручивается такая ситуация, что якобы Кадыров восстал против Путина, что там Бортникова, там еще кого-то там, кого он там в чем-то обвинил и так далее, и начал заступаться за таджиков, за узбеков. Дело в том, что витает такая информация в воздухе, что именно в Средней Азии, таджики, узбеки, афганцы, это те ударные группы, которые будут атаковать Россию. Ну, вот такая информация тут витает. Ну, по крайней мере, русские этого боятся, и об этом они очень много говорят. Хотя, конечно, это много может быть выдумки. Но то, что Кадыров сейчас начинает там заступаться за таджиков, он же не просто на Бастрыкина наезжает. Он наезжает за узбеков и за таджиков на него. И вот таким вот образом, мне кажется, вполне возможно, они могут таким образом страховаться, чтобы, ну вот смотрите, я же заступался за узбеков, за таджиков, вы меня атакуете и так далее. Но еще есть 2 варианта, 2 места, куда они собираются нагнетать эту обстановку. Может, русские, может, реально среднеазиатские вот эти группы могут выдвигаться. Это Урал. Они говорят, что вот у нас Урал не в безопасности, там могут что-то произойти с Уралом, там 3-10. Поэтому 3-10 не надо говорить. Ну, вот такая вот ситуация разворачивается. Я просто не знаю, как все это будет развиваться, но то, что Кадыров говорит вот эти вещи, защищая там узбеков, таджиков, это говорит, на мой взгляд, о том, что они собираются подстраховаться, подушка такая безопасности, что смотрите, я же за мусульман, меня типа не атакуйте Чечню, Чеченскую республику, потому что Чеченская, вот смотрите, какая ситуация, парадоксальная, весь мир не признает Чеченскую республику Ичкерия, ну, кроме Украины, Грузии, турецкого Кипра, там, и Афганистана. Вот эти 4 страны, турецкий Кипр сам не признан, но это не важно. И речь, если идет о признании, даже если не признано и не находящееся ООН государство, оно может признать. И вообще признание это не самое главное. Но сам факт того, что они не признают нас независимым государством, оставляют, причем, знаете, нужно это все подробно рассказать, чтобы наша молодежь знала. Я долго пытался разобраться в этом, и нужно, чтобы наша молодежь не питала иллюзий, не обманывалась там по тому поводу, по другому. Дело в том, что еще в советское время, молодежь не помнит, не застала это время, нам рассказывали, какой плохой коммунистический режим, какой-то людоедский режим, мы жили в этом людоедском режиме, мы знали, насколько он плохой, насколько он хорош, и мы питали иллюзии, что тут на Западе есть супер порядочные, супер человечные люди, которые думают только лишь о правах человека, о демократии там, и так далее. Искренне верили,
Везде Запад провозглашает принципы равенства, свобода личности, права человека, международное гуманитарное право. Ну, все красиво. И, ну, как бы это и работает отчасти. И мы, чеченцы, создали свое государство, Запад нас поддерживал, нас уважали, нами гордились, о нас говорили, нами восхищались и все такое. И когда мы начали сражаться, Россия увязла в войне против нас, мы очень сильно потрепали Россию, Россия нас очень сильно потрепала. И в этот момент, видимо, Россия доведена была до определенной кондиции, за которой она была согласна на все. Потому что они-то совершают военные преступления против нас, они же нас массово убивают. И ну, никто не хочет, а Путин хочет быть в G20, деньги, миллиарды вывозить сюда, все их окружение, хотят жить припеваючи, пользоваться благами демократии и все такое. Им абсолютно не льстит сесть в тюрьму за массовые преступления и убийства. Ну и они готовы уступить часть интересов России. Понимаете, о чем я? И в этом смысле, это может в данном случае, в нашем случае, это была Югославия. Геополитические интересы были таковы, что маленький Советский Союз внутри Европы, Югославия считалась таким маленьким Советским Союзом, маленькой империей внутри Европы. В этом случае Западу было выгодно не там, где-то на окраине европейского континента, находящуюся Ичкерию, там, защищать, спасать, а решить вопрос с Югославией, со Слободаном Милошевичем. И нас фактически обменяли. Россия, которая верно клялась, там, сербы клялись русским, русские клялись сербам, что они братья навек, отказались, сказали, все, мы умываем руки, это нас не касается. То же самое сказал Запад. Мы умываем руки, это нас не касается. Но Запад, в отличие от России, не сказал, что мы умываем руки, и заткнулся. Запад еще долго говорил, что мы так озабочены, мы так переживаем за чеченцев. А чеченцы истекали кровью, чеченцы погибали. И весь мир посчитал, что да, мы часть России. Понимаете? Какое вероломство, какая подлость, какая несправедливость произошла. Понимаете? И чеченцы начали искать выход в арабский мир, потому что кроме Бога тебе помочь некому. Понимаете? Кроме Господа Бога помочь некому. Арабский мир оказался хуже, чем западный мир. Арабский, мусульманский так называемый мир оказался хуже, чем западный мир, понимаете? Потому что там была не просто лицемерие, там полное правление тирании, отсутствие демократии. Ну, ужас просто, что творится в этом арабском мире или так называемом исламском мире. Но это такой же китайский, русский мир, это такой же вот этот так называемый арабский или мусульманский мир. Потому что диктатура на диктатуре, коррупция, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ничего. Извиняюсь. Вот такие вот произошли события. Сейчас, одну секунду. Вот такие вот события произошли. Знаете, и в этой ситуации я уже рассказывать начинаю одну тему и перехожу на другую и ухожу далеко. И сейчас разворачивается ситуация, когда по ударам, по дронам, по Грозному, по бывшему Грозному, ныне городу Джохару, понимаете? Все называют наш город Джохар, который парламентом на законных основаниях переименован, нашим чеченским парламентом переименован город Джохар, называют в честь Ивана Грозного. На Украину никто не говорит, хотя вначале говорили.
Потому что украинцам это не нравится, это неправильно, это имперский нарратив. А то, что наша столица названа в честь Ивана Грозного, и она таковой является, а мы, чеченцы, не хотим, чтобы она так называлась, и переименовали наш парламент, это никого не касается. И вот теперь всем миром, в том числе включая Украину, загнали вот в это русское стойло чеченский народ, чеченскую свободу, независимость. И теперь всем миром решили уничтожать. Причем уничтожают, там бьют не по ФСБ, не по Кремлю, не по Ханкале, где там воинские части находятся, не по Москве не бьют, других местах не бьют, ну бьют по Кадырову. Ну, с одной стороны, допустим, можно понять, что ударили по временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, потому что Кадыров слишком много на себя берет, постоянно светится, и нужно посадить его репутацию на ноль, его возможности, что он может как-то себя защищать и так далее. Возможно это. Но исходя из тех событий, которые разворачиваются вокруг Кавказа, то это не просто удары по городу Джохару, временно оккупированному, а большая-большая операция, где с Сирии, с Украины, с Турции будут собираться люди для того, чтобы начать дестабилизировать обстановку на Кавказе. Так вот, я против того, чтобы вы дестабилизировали, вот, с учетом всей ситуации, как вы нас загоняли к этому людоеду в клетку, как вы все до сих пор считаете, Чеченская Республика, на американских настоящее время Радио Свобода не приглашаются независимые чеченцы, приглашаются связанные с ФСБ, с ГРУ, какие-то непонятные деятели, до сих пор русских приглашали, сейчас начали каких-то непонятных гибнюков, сыновей гибнюков приглашать. Ну, вот такое отношение. К независимым чеченцам не хотят вообще, нос воротят. Все такие демократы, все за свободу, ФСБ зло. Ну, а те, кто борется с этим ФСБ, только лишь потому, что когда мы боролись с этим ФСБ, с этой империей, вы все были за эту империю. И теперь, ну, как бы надо признать, что вы тоже были за империю, что вы тоже совершали это преступление. Поддержкой, финансами, кредитами, какими-то красивыми речами. А это никому не хочется делать. И сейчас вот нагнетается вот эта ситуация, наносятся удары по временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия и так далее. Для чего это делается? Хотят дестабилизировать. Я еще раз говорю, я категорически против. Пошли вы все нахрен, чертовой матери, я вам скажу. Все до единого идите к чертовой матери. Чеченский народ истекал кровью. Он истекает сейчас кровью, себя мобилизирует. Смотрите, вчера буквально смотрел очень интересный репортаж, когда оккупировали Краснодарский край, вот этот земли адыгов, черкесов там и так далее, туда малярию запускали. Вот точно огромное количество людей умирало от малярии. Их там сажали на корабли, якобы в Турцию отправляли, из кораблей топили эти корабли, и они там все гибли. И потом их кости, их трупы, все к берегу прибывало. Там миллионы человек, больше миллиона убито, черкесов и так далее. Вот точно так же русские истребляют нас онкологией, раком, другими болезнями. Нас отправляют на войну. И все это сделано, потому что Запад, потому что мир был лицемерен, был молчалив. Он не обращал на нас внимания. Нас бросили в клетку людоеду, медведю, и закрыли за нами двери. Как сказал Джохар, вот сидите с ним, находитесь. Теперь нас хотят уничтожить за то, что мы остались в клетке. Тех, кто выжил, ну, кто-то перешел на сторону этого медведя, но сейчас не будут разбирать, кто перешел, потому что их перешло 1-2% на сторону медведя, а уничтожать будет 98%, потому что медведь подумает о своей агентуре и будет ее прятать за своей спиной. Будут простые чеченцы погибать. Джихад будет заново возникать, опять джихад, опять воевать будут, опять там будут еще какие-то вещи творить.
А где вы все это время были, друзья дорогие? Когда Докко Умаров, наш последний президент, когда призывал не едьте в Сирию, когда наши партизаны, я видел это видео, я сейчас в Ютубе его не нашел, но я вот тогда видел это видео, они говорили, мы любим сирийских муджахедов не меньше, чем вы. Зачем вы едете в Сирию, когда здесь нужна помощь? И все уезжали туда, в Сирию, потому что там удобно было. Удобно было, как бы дом можно было отжать у кого-то, можно было денег заработать. Ну, конечно, ехали идейные, помогать там где-то туда-сюда. А ехала агентура в огромном количестве с Кавказа. ФСБ делала паспорта, довозила до границы с Турцией. И турецкие спецслужбы принимали. Дело в том, что весь мир вместе с русскими борется с международным терроризмом, исламским международным терроризмом. В данном случае чеченский, так называемый исламский, международный исламский терроризм создан Россией. Россия является архитектором международного исламского терроризма. Весь мир как минимум догадывается об этом. Как минимум спецслужбы всего мира как минимум догадываются об этом. Но при всем при этом, борясь с реальным, он тоже существует, реальные радикалы есть, реальный там арабский мир есть, Израиль с ним борется, и Америка с ними борется, Англия с ними борется. Но при всем при этом исламский, чеченский так называемый, русскими выдуманный исламский терроризм, он включается, когда нужно кому-то, непонятно. Понимаете, когда не нужно, все независимые наши бойцы остаются одни, и вся агентура разъезжается по всему миру. Когда нужно, их убивают, независимых, свободно, и появляется. Теперь я считаю, мое глубоко убежденное мнение, на земле, ну, может быть, какой-нибудь редкий один там останется независимый какой-нибудь джихадист, исламист, радикал, все остальные фактически, я в этом просто убежден, находятся под контролем английских спецслужб, американских спецслужб, французских спецслужб, бельгийских спецслужб и, конечно же, русских спецслужб. Это, и у них свои уже вот такие прокси-армии исламских террористов. Понимаете? Да, есть радикалы там в Афганистане, Пакистан обязательно нужно упомянуть. У них свои террористы. И вот такая вот ситуация здесь разворачивается. И все это может быть обрушено на мою страну, временно оккупированную фашистской русней. Я всему миру говорю, не лезьте к нам, идите куда хотите. Вот вы все это время, вы все это потакали убийству нас, потакали. Поэтому не лезьте к нам. Понимаете? Воюйте где хотите. Идите в Москву, идите, на Урал идите, куда хотите идите. И всем этим партизанам говорю, всем тем, кто собирается там воевать, говорю, где вы все были все это время? Где вот все это время, когда нужна была помощь, не было. Теперь говорят, что нам Турция поможет, там другой кто-то поможет. В Сирии там какие-то там события происходят, там маджахеды захватывают власть, там туда-сюда. Никаких там маджахедов нет. Есть, партизаны есть, люди есть, которые сражаются за свою свободу и независимость, но все очень прекрасно общаются с Турцией, с Америкой, с Россией, получают помощь, поддержку, и так далее и тому подобное. Какой халифат вы построите? Это я к рядовым обращаюсь. Вы какой халифат построите? Вы думаете, Турция станет демократической, будучи демократической, снова станет халифатом? Это неправда. Турция будет всегда демократическим государством. По крайней мере, в обозримом будущем она будет демократическим государством. Она в обозримом будущем будет находиться в НАТО. А НАТО это зонтик Соединенных, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. И для Турции, и для других остальных. Понимаете? Вот какая ситуация, и мне лично вообще мне не интересно, что вы там будете раскачивать, где там ради украинского и русского народа нужно пожертвовать чеченским народом, говорит Рамзан Кадыров. Это типа два братских народа, и теперь, чтобы их примирить, нужно пожертвовать чеченским народом. Понимаете? На что они намекают? И получается, сейчас все отвлекутся, как раз
сейчас на Кавказе нагнетают обстановку для того, чтобы выманить отсюда, с Европы, независимых бойцов, реальных независимых, которые представляют угрозу для России. Запад готов им в этом помогать. Во-первых, Западу удобно, если там Буча начнется, немножко отличие. Украине это удобно, если там Буча начнется. Понимаете? Вот как разворачиваются события. И в итоге получится, что все независимые приедут туда, они будут ликвидированы, вместе с ними, кто, ну, может быть, не сразу, какое-то время, там, чтобы там создавать видимость. Там создается видимость, какое-то супер подполье есть, нету там никакого. Ну вот я не верю. Есть абсолютно недовольные люди, но эти люди все скрывают, держат в себе, и никто сопротивляться, ну нет возможности, понимаете? Нельзя поднимать восстание в Бухенвальде. Да, в концлагере ты не можешь поднять восстание, у тебя нету никакой координации, даже есть координация, нету оружия, нету места, где, ну, много что нужно сделать. Независимые люди там должны находиться, это все заложники. Вы не можете в концлагере поднимать восстание, вы их уничтожите. А заманивать отсюда, с Европы, здесь очень много бойцов, молодых, старых, матерых, ветеранов, очень много. И эти люди представляют угрозу, реальную угрозу для режима, российского режима, русского оккупационного режима во временной оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И была такая операция Трест, была операция Синдикат-2. И когда они из Европы, из других мест затягивали бойцов, чтобы их уничтожить. Ради одного бойца, вокруг которого может быть 50 агентуры, тоже бойцов, супербойцов, они все возвращаются в Ичкерию, на Кавказ куда-то. Все эти 50 рассасываются. И вот этот один независимый, а ФСБ это знает, кто им нужен, и ГРУ знает, он подвергается ликвидации. Вот и все. И потом там строится якобы исламское государство. Как строили в Сирии. Потом все это разрушается под нуль. Под нуль просто будет. Все вместе будут. Русские борются сейчас, сию секунду здесь, в Европе. Русские вместе с немцами борются с исламским терроризмом. Понимаете? Их агентура и все. Вроде бы там санкции, там все там разошлись. А с исламским терроризмом нужно бороться. Интерпол. Интерполе Россия занимала второй человек, там избирался чуть ли не первый человек, по-моему, даже избирался у них там. Туда закидывать по беспределу всех, кого Россия просто посчитала, а по политическим мотивам туда закидывать нельзя, но кого Россия захотела, всех туда закидывала. Потому что у нас борода есть, и мы мусульмане. Все. Мы говорим ла иля илlallah, мы говорим Аллаху Акбар, все, мы террористы исламские. Пошли вы все нафиг, понятно вам? Исламские террористы и марафисты, это вы все. И все это забрасывается в Интерпол. Вот просто, пожалуйста, как все это организуется. Сейчас как бы немножко проблемы у России с Интерполом, но Россия пишет туда, она еще не исключена оттуда, там заявки подает, как бы все нормально. И вот таким вот образом сейчас собрать с Украины, с Сирии, там, турецкие прокси, сейчас уже украинские прокси, которых не жалко. Их всех собирают и отправляют туда на Кавказ. Они начинают Бучу, и все вместе боремся с исламским терроризмом. Русские пределы, они же любят вместе там создавать что-то и потом решать, как бандюги, создавать проблемы, а потом решать вместе с коммерсантом эти проблемы, чтобы прийти к какому-то там своему получить свои дивиденды от этого. Вот такая вот ситуация разворачивается, на мой взгляд, друзья. Поэтому я призываю всех чеченцев быть очень внимательными, не верить во все эти сказки и вот эту пропаганду, что там какие-то халифаты. Вы не можете построить халифат, вы не можете построить независимое исламское государство вне мира, вне цивилизации. Более того, вы не можете его построить, если вас финансируют, координируют, о вас знают все. Демократическое государство, точнее ее спецслужбы, как, например, Турция. Вы не можете ничего построить, понимаете? Они вам просто не дадут автомат, и вы воевать больше не сможете. Вам патроны не дадут, и вы не сможете воевать.
Вот демократическое, кафирское, ненавистное вам государство, оно вас финансирует, оно вам помогает. То же самое касается со стороны России. Но со стороны России, со стороны там Кадырова, они тоже построили исламское государство, фактически. И этим, как бы, ну, можно объединяться. Кадыров хотя бы прямо говорит, что он за Россию, открыт, что там он часть России. А здесь изображается как вот независимые какие-то группы, какие-то люди. И откуда финансирование у вас? Кто вас? Аллах финансирует. У вас где-то исламские подпольные государства вас финансируют. Как это получается? Вот такие вот дела. Ну ладно. Друзья, давайте буду читать ваши комментарии. Аслан, ты видел видео с чеченским блогером? Я умный парень, ты знаком с ним. Ян Маназон, это проект, я убежден в этом, это человек-проект. Проект духовного управления мусульман Чеченской Республики Ичкерия. Лично ФСБ тогда это получается, понимаете? Югославия, Ирак, Ливия. А насчет Афганистана американцы прикрыли тыл России, подняли цену на нефть в 5 раз, чтобы Россия могла иметь средства вести войну в Чечне. Говорит, Запад тоже ничем не помог. Демократия не залог успеха. Говорит Панкрат. Добрый день вам, лайк от Лезгина. Добрый Лезгин. Слава Украине, Аллах, Казахстан, ассаламу алейкум. Скоро банда Путина рухнет, а там уже Чечня станет свободной. Да, Рамзан, ва алейкум ассалам. Не знаю, насколько скоро это будет. И знаете, недостаточно рухнуть банду Путина. Потому что ФСБшники сдают военных. Вот вчера Путин выступает, он говорит о главе, о председателе НАТО, Столтенберг, нет, ну, о ком-то он говорит, который был президентом Норвегии ранее. Он говорит, я с ним знаком, он гражданский человек, как и я. Какой же ты гражданский? Ты вчера весь такой великий победитель, захватчик там и так далее, верховный главнокомандующий. И такой раз прикинулся гражданским. Дело в том, что есть все основания уже полагать, все они взваливают на военных своих. ФСБшники стоят в очереди к ЦРУ, к американцам, к англичанам, чтобы их не тронули, они сдают информацию, и в основном сдают военных. Понимаете? И все они, короче, все не на Путина все валят, а на военных валят. Понимаете? И нету такого, что вот клан Путина сместят и все. Нет, будут военные генералы, военные преступники, полковники, майоры, вот они будут нести наказание. То же самое сделал, например, тот же Павел Дуров. После того, как полетел в Азербайджан, в Баку, встретился с Путиным и быстренько прилетел и сдался во Франции. Издал коды телеграмма. А телеграммом пользуются военные. И здесь, в Европе, знаете, здесь в Европе действует не ФСБ. Действует служба внешней разведки. Ну, ФСБ, конечно, тоже здесь действует. Но в основном они так ничего активно не делают, чтобы не пострадать. Действует ГРУ, военная разведка. Военная разведка и себя ровным счетом, как бы, ну, они ни с чем не считаются и, как бы, что хотят, делают. Понимаете? Один момент, у меня... Короче говоря, вот такие вот дела. Поэтому... сдают военных, и ФСБ пытается выкрутиться. И дело не в клане Путина, который может либо уедет в Китай, либо инсценирует смерть, либо доживет до своей старости. Непонятно, что там будет. Но в итоге
система ФСБ, система КГБ СССР, которая простирается не просто на Россию, она простирается не просто на Советский Союз, она здесь в Германии, эта система КГБ, Штази. И эта система, она была запущена в 91 году западными странами, в себя впущена, понимаете? И она проникла везде просто. В том числе, наверное, и в Америке. Потому что Америка, наверное, главная цель у них была. Хотя они ее больше всего боятся, но, я думаю, главная цель и там. Поэтому сместить Путина, убрать Путина на самого либерального, самого такого хорошего, самого мягко, красиво говорящего, там, таким не повышающего голос, такого всего КГБшника, ничего не поменяет. Абсолютно ничего не поменяет. КГБ останется у власти. Ферти, стоп, все. На этом так и будет. Поэтому я не знаю. И просто не знаю, что они собираются делать. Но я не вижу, что борются ни с КГБ СССР. Я не вижу, что вот с этой системой борются. Не вижу просто. Не вижу. Свободу Ичкерии, слава Украине, героям слава, героям слава. В Ливане Израиль пишет 70% оружия новое российское. Ливан, Сирия, это самые главные хабы оружия Советского Союза, ныне Российской Федерации, так называемая федерация, где они массово через них продавали. Так, Инесса уважает меня. Инесса, я вас тоже уважаю. Андро Катерелли. Что вы думаете о Кутаеве? В последний период он начал анализировать ситуацию в Грузии. Андро, у меня есть видео, где я получил информацию, и я ее зачитал. У меня есть видео. Есть фотография, которую мне передал человек. Он сказал, можно называть его имени. Я просто его пока не буду называть, потому что тогда не назвал. Он в форме. Эта фотография сделана в его доме, когда его задерживали кадыровцы. Этот портрет в форме офицера у него висит на стене. Эта фотография тоже и в Телеграм, и в ТикТок она, Инстаграм есть, в X есть, и на YouTube в разделе сообщества. Ее тоже, эту фотографию я помещал. Он россиянин, российский работник и абсолютно безграничный лгун. Вот что я могу о нем сказать. Ну, как и любой российский офицер, это лжец. Причем наглый, это их оружие. Ложь и наглая преподнесенная ложь, чтобы она тебя шокировала. Нахрапом, да, чтобы ты даже не посмел даже усомниться в этой правде, да, в этой лжи, похожей на правду. Рашка, гори в аду, говорит Виталий. Так, друзья, комментариев очень много, я перемотаю, пожалуйста, если что, просто повторите их. Аслан, даже Жириновский передавал аудиозапись, которую он записал при беседе с Саддам Хусейн. Жирик ездил туда, ругал Буша и побежал в Америку. Это не могут. Запад не раз пытался подчинить Россию, но каждый раз огребал. И теперь будет так же. Влад Лев. Дело в том, что вы уже подчинены. Послушай своих же депутатов, например, того же Федорова. Вы подчинены. В 91 году Ельцин полетел в Америку и в Сенате воскликнул: «Господи, благослови Америку». Все, с тех пор вы подчинены Америке. И Западу, и Англии вы подчинены. Понимаешь? Так говорят ваши депутаты, ваши люди. Понимаешь? Вот в чем система. Поэтому вот эти ваши громкие слова, мы подчиняться не будем. Да, ваш Путин попробовал создать новую империю. На Западе сказали: все, Володь, хватит. Мы тебя и так долго терпели. Ты много чего позволяли тебе, а ты сейчас уже пошел уже Украину захватывать. Украина плацдарм для нападения на Европу. Ну, это всем очевидно, уже все понимали.
Поэтому за пятачок схватили и не знали, как с вами вести. Пытались, начали оружие производить, начали договариваться. Короче говоря, начали действовать по обстановке. Я так считаю, я так это вижу. Но Россия хотела пойти далеко, очень далеко. Все это видели, конечно, потихонечку пытались ее остановить. И когда уже Украина напала, просили не нападай, призывали, умоляли не нападай. Ну, ваш великий стратег решил, что его все боятся и справятся. Не справились, не справились. Украинский народ остановил. Сейчас, правда, украинский народ задвигается там на заднюю сторону, потому что в тылу там агентура работает, уже как бы много погибших, патриотов, пассионариев и так далее. Но украинский народ в историю вписал золотыми буквами себя, свои действия. И сейчас нам нужно понимать, что смещение одного Путина, этого недостаточно. Полностью нужно взять под контроль Россию. Полностью. Все спецслужбы, ФСБ должно стать, я не знаю, филиалом Ми-6, или, я не знаю, филиалом ЦРУ, или Моссада, я не знаю, кого, но чтобы под контролем они были. Нормальных служб, которые можно проверять. Хотя эти службы тоже нужно проверять. Потому что спецслужбы это такой опасный орган, который постоянно нужно контролировать. Если там окажется мерзавец, или маньяк, или сумасшедший, или какой-нибудь там одержимый, то много можно дел натворить. Поэтому общественность в Америке контролируется, пытаются контролировать. Я не думаю, что все удается, как хочется. Но в России нету спецслужб, Россия государство спецслужба. Понимаете? Все там просто, все депутаты. В нормальном цивилизованном государстве спецслужбы не могут вербовать политиков своей страны, нельзя их вербовать. Да, они могут общаться, обмениваться информацией и так далее. Но чтобы он на них работал, они его продвигали, там еще что-то, этого делать нельзя. А в России все политики, все депутаты, все работают на ФСБ. Других там просто нет. Агентура, действующие офицеры, агентура, действующие. Это система. Уберите вот эту спецслужбу КГБ СССР и никакой России не существует, понимаете, без этой системы. Так, Ливан, витаю тебя, дорогой. Да здравствует законная власть Чечении и Грузии, гарант независимости государственности этих стран. Слава героям. Джахар Дудаев, Звят Гамсахуди. Амин, амин. Грузия, держитесь, грузины. Я не знаю, вы самые главные, центральные наши союзники. И так хочется, чтобы у вас все там быстрее наладилось. И русские это понимают тоже. На вас очень сильное сейчас давление идет. Так. В этом мире нужно наладить отношения с новой властью США и больше ни с кем. Остальные будут молча делать то, что говорит Трамп. Абсолютно я с тобой согласен. Абсолютно. Смотрите, у Трампа есть Twitter, X, и туда можно заходить и писать. Пожалуйста, просите, чеченцы, просите признать make Ичкерия independent again. Давайте сделаем Ичкерию снова независимой. Пишите об этом. Говорите об этом, и они должны обратить внимание. Ну, как бы мы ни писали, здесь до того все цинично в этом мире. Ты будешь гореть в аду вместе с детьми, со всем народом, всей нацией. Ты просто будешь сгорать. Все будут просто греть руки на этом огне, на костре. Потому что, ну, это, извините, это нам невыгодно. Вот такой вот этот мир суровый и жестокий. Поэтому пока им не станет выгодно, они не будут на нас обращать внимание. Вот им нужно, они должны заинтересоваться. Да, есть интерес, но они пытаются через Турцию. Нужно объяснить, что
Турция себя в глазах кавказцев, чеченцев дискредитировала. Дискредитировала себя Турция. Не хотим мы Турцию видеть на Кавказе. Понимаете? Ну, там, где там тюркские народы, пожалуйста, общайтесь, встречайтесь, соединяйтесь. Это сугубо ваше личное дело. Чеченская республика, Ичкерия, Грузия, Армения. Мы не имеем никакого отношения к Туркестану, Турану и так далее. Поэтому мы хотим быть единым субъектом без тюркской империи. Спасибо, не надо, как говорится. Сыты по горло. Украина спровоцировала эту бойню с помощью Запада. Теперь народ страдает. Ясно, имея сколько ресурсов захвачено земель других народов России, за 30 лет Россия спустилась на уровень беднейших африканских стран. Да, они только грабят, понимаешь? Их власти только грабят. Русским они рассказывают, что мы великие, это чтобы так, денег им не платить. А все остальное грабится. Ну какой ты русский патриот, если ты грабишь у бабушки, у дедушки дороги, пенсии, там, больницы, ты же все это грабишь. Не может быть патриот своей страны коррупционером. Это ложь, это обман, если он коррупционер. Посмотрите, в России, они все миллиардеры, они на людей, как на людей даже не смотрят. Ничто. Люди для них ничто. Подтримаю ваши думки. Спасибо, Крым, Украина. Спасибо. Ославляю столько, что так это было. В общем, так. Я смотрю здесь. Это ваш дебют, говорит. Не понял, что значит дебют. Вот ты имеешь в виду, это мой первый стрим? Ну, можно сказать, да, первое. Сегодня первое. А как тебе такая мысль, говорит Бусяче, что Путин и остальные правительства просто договорники и подводят нашу планету к переделу, где будет править одни, а другие будут рабами, ископаемыми на бесконечное. Знаешь, Бусиче, вот эта конспирологическая версия, она в принципе напрашивается. Она имеет право на существование, но трудно поверить, что это может вот так функционировать. Если Путина посадят в Гаагу, или его грохнут на самом деле, не двойника, не там тройника, еще чего-то, то вот эта версия, она несостоятельна. Поэтому имеет право на существование любая версия. Понимаете, любая. Асан, как думаешь, в Сирии продолжится гражданская война? Какую роль выполнит Турция в ней тогда? Смотрите, на мой взгляд, сирийские повстанцы договорились с НАТО и пришли к власти. Нужно понимать, что в каком состоянии находился сирийский народ. Вообще, когда сирийский народ поднимался, именно русские были те, кто создал ИГИЛ, который ударил, во-первых, они помогали Асаду, с другой стороны, они создали ИГИЛ и ударили в спину этим партизанам, этим повстанцам. И мы увидели, во что это превратилось. Это убийство, гражданская война просто беспредельная получилась. Про Асада все забыли и так далее, и так далее. И благодаря НАТО, это Израиль, это США и Турция, и Израиль, который не входит в НАТО, но является военным союзником, и на его границе происходят все эти события. И мне кажется, вот некоторые там мусульмане говорят, вот там они не помогают мусульманам там и так далее. Косово помогли. Сейчас в Сирии фактически более 50 лет существовавший режим и уничтожавших суннитов, ну это я так, без разницы, какой они были религии, ну просто некоторые говорят, что НАТО не помогает, там Израиль враг мусульман. Израиль спасает мусульман в данном случае. Обратите на это внимание. Да, он свои интересы отстаивает, но только лишь, что там мусульмане, Израиль не уничтожает их. Американцы не уничтожают. Только лишь за то, что мусульмане, как вы пытаетесь, как пропаганда пытается преподнести. Здесь действуют национальные интересы.
у Израиля действуют интересы безопасности или строительство большого Израиля, если это есть такие планы у них, я не знаю, об этом много говорят. Но факт то, что Израиль пытается себя обезопасить, потому что угроза со стороны Сирии для еще только-только формировавшуюся еще в 50-х, 40-х годах, 60-х, Сирия представляла колоссальную угрозу для Израиля, потому что там огромное количество оружия, всего советского оружия, которое распространялось через Сирию на весь Ближний Восток. И на весь мир распространялось через Сирию. Поэтому Израиль, спасает, не убивает, не геноцидит всех подряд, как нам пытаются представить, а захватывает территории для того, чтобы обезопасить себя и расширить свою территорию. Ну, если сирийскому народу это устроит, это их сугубо личное дело. Но факт то, что американцы, которые говорят, что мы ни при чем, а если бы они были ни при чем, туда бы по чесноку, если сказать, ни Израиль, ни Турция не полезла бы. Американцы при чем, на мой взгляд. И, они говорят ни при чем. Ладно, но сам факт, если они при чем, они спасают мусульман, в том числе, которые там проживают, которые находятся в угнетенном состоянии. И если сейчас новому вот этому правительству, которое пришло к власти, хватит выдержки, ума, мудрости, Сирия в ближайшее время станет, и, кстати говоря, это демократические страны, понимаете? А Сирия не была демократической страной все это время, хотя она изображала, как и Россия не является демократической. И теперь, если там построить нормальное демократическое государство, где живут мусульмане, права мусульман 100% будут соблюдаться, это даже не обсуждается. Они здесь, в Германии, соблюдаются, понимаете? Во всем мире соблюдаются демократических цивилизованных государств. Права мусульман. Никто вас не сажает, не убивает, не преследует. Джизу, налог за то, что вы мусульман, с вас не берут. Понимаете? Права у вас одинаковые везде. И точно так же будет в Сирии. Поэтому эти вещи, на мой взгляд, они очевидны, что там принимает участие и Турция, которая пытается большую территорию под видом туркоманов занять. Отлично, пусть занимает это, вопросы Сирии решать, сирийским народом решать. Но то, что сейчас сирийский народ получит права и начнет цивилизованно развиваться, мы на это все надеемся. Очень сильно на это надеемся. Как-то так. Война продолжится или нет, ты спросил? Вполне возможно, но есть вероятность, русских выводят. Если бы русских там оставили бы, то все, тогда это был бы бардак полный, то это фигня полная была. Я очень сомневался, что их оставят, но, слава богу, я оказался в этом прав, и их не оставляют, и они все оттуда уезжают. Когда они оттуда уезжают, они оставляют, смотрите, я много раз рассказывал ситуацию, когда в 2017 году, в конце 16-17 русские захватывали чеченскую молодежь, убивали эту молодежь, давали их паспорта с их легендами под видом чеченцев, отправляли, в начале 17 года они казнили около 100 человек, отправляли, я представляю, как они других убивали и там единично отправляли. Единично. Там убьют кого-то, его паспорт заберут. Дают своим сотрудникам ГРУ паспорта, делают им легенду и отправляют их в Сирию под видом чеченцев. И якобы они в ИГИЛе устанавливают халифат и так далее. И эти все люди находятся в Сирии, в Палестине, вот этом сектор Газа они были. Сейчас там уже потише, зачистили, видимо. В Ливане. Это все вот это... российские КГБшники, ГРУшники, они могут быть дагестанцами, они могут быть ингушами, они могут быть русскими, смуглыми там и так далее, говорящими по-чеченски и так далее. И вот сейчас стоит такой вопрос. Либо они остаются там и начинают вредить Сирии, Израилю, чтобы каким-то образом помешать влиянию на Иран. Иран очень сейчас, мне кажется, на мой взгляд, я могу ошибаться, очень взволнован, очень переживает, он не хочет эскалации, хочет как-то замириться. Но я думаю, так просто не получится, слишком много в прошлом сказано и сделано, с Ираном будет спрос, я так полагаю, посмотрим. И вот тогда могут быть задействованы вот эти КГБ ГРУшники, российские ГРУшники под видом ИГИЛ. Понимаете? Там, конечно, еще набранные, полезные идиоты вокруг них, они себя собирают, они же такие набожные, там, Коран наизусть знают, и так далее, и так далее. И в итоге
Может быть, да, будет эскалация. В Сирии, Израиль, там боевые действия могут начать. Но может быть и другой вариант. Для того, чтобы начать создавать исламское государство или Палестина 2.0 на Кавказе, объединив Дагестан, Чечню и Ингушетию, это план России, ФСБ, их могут забрать из Сирии и поместить туда. Якобы они бойцы там, ну, условно говоря, с медалями из Сирии, что они там такие-сяки, и вот они здесь ведут разные джихад уже на Кавказе. Проблема может возникнуть с тем, что если они будут представляться чеченцами, потому что мы быстро вычислим, что они не чеченцы, но, может быть, они будут в тени и так далее, и так далее. Ну, много там может быть вариантов, которые русские могут придумать. Поэтому, может быть, будет какие-то волнения, теракты, нападения в Сирии, но именно чтобы избежать этого, Израиль наносит удары по скоплению оружия и так далее, и они пытаются их просто обескровить, чтобы у них не было ничего, чтобы они могли вести боевые действия. И я думаю, скорее всего, все-таки я больше склоняюсь, что будут выводить и направлять на Кавказ. Ну или куда они там, может быть, на Урал будут, потому что там есть из среднеазиатской внешности ГРУшники, там таджики, узбеки под видом ИГИЛ, которые, ну, короче, там такая вот каша, я думаю. Как-то так, друзья, как-то так. Друзья, вы много-много комментариев написали. Сегодня очень много зрителей. Я так полагаю, вы очень соскучились по мне. Больше вас ФСБ и ГРУ соскучилось, не знает, куда я делся. Я на месте, не волнуйтесь. Слава Украине, как говорится, все нормально. Так, воду, коннектик, так. Грузии скоро падет этот КГБшный советский дипстейт. Грузия и Чечня будут равноправными государствами цивилизованными мирами. Ливан, дай бог, брат, дай бог, чтобы у вас там все наладилось. Так важно, чтобы эта гибня оттуда пропала. Там, где Россия, там всегда война. Да, Саша, абсолютно с вами согласен. О, еще и вилка на куртке. Да, наш трезуб. Асан, ты видела ролик с уйгурскими бойцами в Сирии? Мне кажется, это тоже американская инициатива, чтобы пригреть Китай. Ну, не знаю, Кока-Кола, не знаю. Откуда выезжаешь, если... Так, скажи. Так, я вас как-то видела, думала, что вы расист. Извините, пожалуйста, я ошибалась. Да, Оксана, спасибо. Извиняю. Извинения приняты. Так, чтобы 1% россиян были миллионерами, остальные 99% должны быть патриоты. Отлично сказано, Саш. Отлично. Так, друзья, мы почти час в эфире. Пару минут, и я побежал. А сам мне очень понравилось, когда ты сказал, что слышал от американцев, что из Кавказа сделают покруче Дубая. Да, мой один американец знакомый сказал, что все будет Ичкерия. Поэтому я склонен верить ему, и будем идти в этом направлении. Да, Оксана, я тоже из Германии. Асан, друзы на сирийской части голландских высот попросили защиты у Израиля, воссоединения с семьей с другими друзьями. Я это видел, и это сугубо личное дело друзов и Израиля. Все, на этом, друзья, я свой стрим заканчиваю. Мы любим Америку, говорит. Всего самого хорошего. Вива Ичкерия, Ливан. Вива Грузия, брат. Вива Грузия.
Вива Ичкерия, вива Украина, вива Израиль, вива USA. Всего хорошего, друзья. На этом свой стрим заканчиваю. Адикер Маш Ойл. Завтра будет стрим, постараемся на русском языке с Аядом Идиговым на платформе открытого диалога, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, отцом-основателем, одним из основателем чеченского государства, ближайшим соратником Джохара Дудаева. Друзья, всего самого хорошего. Жду вас завтра в 19:00 по Берлину, в 21:00 по городу Джохару. Всего хорошего, до свидания. Адикер Маш Ойл.